Доброе утро, дорогая республика! Сегодня среда, и это утро встречаем с вами мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Мы желаем всем отличного настроения. Ну и, конечно, по традиции вначале расскажем, что сегодня нас ждет в нашей программе. Во-первых, сегодня мы будем говорить о Республиканском молодежном форуме «Профессионалы Якутии». Также познакомимся со школьницей из Намцев, которая делает эко-бумагу из опавшей листвы. А еще мы увидим, какие картины исцеляют нижнекуранакцев. Наш гость из Центра «Мои документы» разъяснит нам, для чего нужна прописка и как ее оформить. Кроме этого, нас ждут постоянные рубрики этой среды. Это «Мой доктор» и полезные советы. Ну и, конечно, друзья, традиционная наша по средам рубрика, посвященная столетию ЯССР. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы его найти. Достаточно открыть поиск телеграма и слитно написать «Утро Якутии». Туда вы можете, как и на наш номер 8 914 273 44 88, это WhatsApp номер, отправлять ваши поздравления близким, давать предложения по поводу новых тем, вопросы нашим гостям и многое другое. В общем, участвуйте в наших прямых эфирах. Ну и, конечно, мы не устаем напоминать вам о том, что у вас есть замечательный шанс передать привет, либо поздравить своих близких. Для этого у нас также существует тот же самый WhatsApp номер. Отправляйте свои пожелания, на это у вас есть ближайший час. Ну, друзья, давайте по традиции начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 17 градусов. В заречной группе 19-11 ниже 0. В южных районах 16-13 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 15-12 мороза. В Нижнеленских минус 17, минус 12. В западных районах 11-7 градусов со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе улусов 28-20 градусов мороза. В Янских минус 18, минус 17. На северо-западе до минус 31 градуса. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 12 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Действительно, весна уже полностью практически вступает в свои права. Ну и также с приходом весны в Краснодарском парке Галицкого распустилась слива Нигра. На кадрах, снятых в парке, можно увидеть высаженные вокруг холма розовые деревья и любующихся цветением местных жителей. Как отметили на официальном аккаунте парка, слива Нигра относится к одним из самых ранноцветущих деревьев. Ее плоды созревают в конце лета. Период цветения у сливы проходит с марта по апрель. Какая красота! Действительно, ты видел? Такое ощущение, что это как будто не у нас, да? Да. Где-то вот в Японии, да, примерно, картинка, ну, визуально она прям очень красивая. А представляешь, наверное, как это все, ну, если увидеть вот так вживую? Мне кажется, это как чудо природы практически. Абсолютно согласен. Ну, дорогие друзья, конечно, мы все должны беречь нашу природу, очень бережно относиться к экологии. И хотелось бы отметить, что школьница из Намцев, ее зовут Ариана Готовцева, она нашла способ использовать опавшие листья березы и боярышника, разработав из них эко-бумагу. Вначале это была небольшая исследовательская работа в научно-практической конференции «Шаг в будущее». Потом она постепенно разрослась в большой проект. Как бы саму бумагу мы рассчитали объем, как у нас получается, и из 200 грамм листьев у нас получается примерно 13 листов формата А4. В арсенале у юной изобретательницы уже 4 рецепта, созданных путем проб и ошибок. При этом для бумаги подходят не любые листья. Собранного сырья хватает на год. Из, само собой, березы, боярышника. Здесь мы добавили побольше макулатуры. И третий рецепт, мы здесь добавили мел, чтобы сделать как бы ее поплотнее, как картон. И на этом листе бумаги мы добавили краску, чтобы посмотреть, как она будет реагировать с бумагой. Нашей съемочной группе Арианна показала процесс создания бумаги. Ну и для того, чтобы сделать нашу эко-бумагу, нам понадобится вода, клейковая, сами листья и макулатура. Взвешиваем наши листья. У нас 13 грамм и макулатуру.
19 грамм макулатуры. И сейчас мы будем измельчать наши листья. Утрамбовываем и наливаем воды. Ну, у нас получается такая вот смесь. И сейчас нам надо будет добавить макулатуру. У нас получилась такая кашеобразная смесь. И сейчас мы должны добавить клей ПВА. У нас получилось где-то 300 мл нашей кашицы. Ну, тут хватит 1 чайной ложки, но мы добавим чуть побольше. И вылить на сетку специальную. У нас формат А4. И будем ждать высыхания примерно сутки. Теперь девочка, созданные своими руками интерьерные дизайнерские картины и открытки, продает. Я решила делать их в национальном стиле и развивать саха-тематику. И вот вы видите, здесь мы сделали картину по якутской мифологии. С проектом «Эко-бумаги» Арианна участвовала в выставке «Саха Innovation» и победила в номинации «Изобретатель», а на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» ее работа заняла 1 место. Какая умничка! Ну чем не импортозамещение? Такие талантливые и умные дети у нас растут. Скоро с такими изобретателями не только мы заменим привозную, собственно говоря, мы произведем свою бумагу. Это, мне кажется, очень такое экологичное производство. Действительно. Но, кстати, об импортозамещении. Некоторые западные страны, когда объявили санкции, боялись, что мы останемся без строительных материалов, лакокрасочной продукции. И наши коллеги решили узнать, есть ли у нас предприятия, способные закрыть потребность, к примеру, хотя бы в красках. А для того, чтобы молодые специалисты адаптировались к современным реалиям, ну и, соответственно, друзья, мы предлагаем вам посмотреть на следующий сюжет. В этом году компании Arctic Color исполняется 20 лет. Свою деятельность они начали с республики, позже расширив производство и поставляя свой товар уже в другие регионы страны. Санкции, по словам руководителей предприятия, закрыли для них дорогу к зарубежному сырью. Но есть отечественная альтернатива, поэтому особых проблем с производством компания сейчас не испытывает. Ищем замены в России на рынке и в Китае. Производство лакокраски – это более 20 компонентов. Да, у нас, в принципе, в основном это российское. Но есть тоже также добавки, которые были из Европы, мы ищем уже из Китая. Мы мало зависим от курса доллара, да, там часть какого-то сырья, конечно, зависит, но в основном мы сами производим и российское. И здесь мы сами производим, из-за этого у нас стоимости выдерживаем. Несмотря на огромный рынок сбыта по всей стране, в штате у компании числится всего 7 сотрудников, считая руководителей предприятия. А уже совсем скоро Arctic Color откроет цех и в Новосибирске, расширив производство. В сегменте премиум у нас уже мало конкуренции, и у нас есть уже в плане, да, вот очень быстро выйти в розницу по России. У нас есть цех в Москве и открываем в городе Новосибирск, чтобы взять вот сибирскую часть, получается, вот России, центральную часть. Тем не менее, сдержать увеличение цен на продукцию компании не удалось. Однако здесь, вопреки прогнозам, стоимость увеличилась лишь на 30%. Сегодня это необходимая антикризисная мера, к которой прибегли большинство местных предпринимателей. Сарглана Неустроева, Александр Колмогоров, Якутск. Ну что, друзья, 14-15 апреля в Якутске проводится второй республиканский молодежный форум «Профессионалы Якутии». Как он будет проходить и какие задачи призваны решить этот форум, мы спросим у нашего гостя, который сейчас находится в нашей студии. Это начальник молодежной биржи труда «Импульс» Мичил Николаев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мичил Кимович, подскажите, пожалуйста, что за такой форум? Раз он проводится второй раз, значит, уже есть опыт, и можно вспомнить, наверное, первый форум. А чем он был, значит, такой знаменателен, чем был? Ну, вообще, первый форум проводился в прошлом году, и в прошлом году она проводилась
тоже республиканская, первая вообще, да, и тогда мы поняли, что это необходимо именно для молодежи. То есть это получается, это комплекс мер по предоставлению именно ну, то есть как молодежь вообще может трудоустроиться сейчас. Вот. Поэтому вот данное мероприятие, оно вообще необходимо для молодежи, и как раз я бы хотел сказать, что второй раз мы уже подточили, что некоторые нюансы, которые После первого. да, после первого не хватало, и сейчас как раз будем уже проводить более масштабно и более расширенно. То есть кто становится участником этого форума? Только те ребята, которые ищут работу, или уже работающие могут тоже прийти? Для кого полезно будет? Ну, то есть это молодежь, она получается от 16 до 35 лет, это независимо от уровня, то есть образования, где он работает и так далее. То есть это все могут принимать участие, то есть по всей территории Республики Саха-Якутия. То есть у нас, получается, мероприятие проходит именно в формате, то есть онлайн и также и офлайн, то есть гибридно мы проводим это мероприятие. И, конечно же, хотелось бы увидеть именно молодежь вообще в целом. А насколько вот первый форум показал свою эффективность и какие задачи ставит перед собой нынешний форум? Ну, первый форум, суть заключалась в том, чтобы именно молодежь, которая имеет образование и имеет уже какой-то опыт, да, или молодежь, у которых вообще нет опыта, да, именно суть проекта заключалась изначально, чтобы прошли этап оценки, то есть, да, квалификации уровня, то есть, да, готовности именно специалиста, да. Поэтому вот и суть заключается именно в названии, то есть мероприятия вообще. А в этом году, конечно, мы планируем именно, как я уже сказал, более масштабно, более, то есть охватываем все те аспекты, которые не охватили в прошлом году. Соответственно, следующий вопрос возникает: как вы сотрудничаете с работодателями? Ну, я бы сказал, самое основное, это есть федеральный закон, и там внесли поправки, и, конечно, в рамках этих поправок, конечно, работодатели нам предоставляют, то есть вакансии, то есть у нас есть сайт «Работа в России», да, туда размещаются как раз такие самые актуальные вакансии. Ну, друзья, мы напомним, что у нас в гостях начальник молодежной биржи труда «Импульс». Мы продолжим нашу беседу после небольшой паузы. Можете, кстати, отправлять ваши вопросы на наши номера. Доброе утро, в эфире новости. Экономические санкции со стороны европейских стран являются толчком для развития местных товаропроизводителей. Так делятся своим мнением фермеры республики. Они собрались на республиканском форуме сельхозкооперативов. На сегодняшний день в центре внимания стоят вопросы микрокредитования, земледелия и развития материальной базы. В мероприятии принимает участие около 100 человек, в том числе с рабочим визитом приехал и президент Ассоциации кооперативов России, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета федерального парламента Владимир Плотников. Мы сейчас говорим о том, что должна быть поддержка и крупным хозяйствам, и небольшим семейным хозяйствам, крестьянско-фермерским хозяйствам. Сегодня вот принимается решение, потому чтобы были доступны льготные кредиты на федеральном уровне. Сейчас 25 миллиардов рублей выделили. Это короткие льготные кредиты под 5% годовых. Это удобная ставка, потому что инфляция уже значительно выше, и надо помогать. И выделяется такая квота, чтобы не только крупные хозяйства брали, но квота для небольших, для малых форм хозяйствования, для фермеров. Кроме того, есть поддержка, когда отсрачивается срок погашения кредита. Сегодня 12 миллиардов выделено на поддержку Росагролизинга, а Росагролизинг 80% всей техники направляет на малое хозяйство.
Руководство Вилюйского ЛУСа подписало соглашение с крупной нефтегазовой компанией о современном сотрудничестве с целью организации эффективного взаимодействия по вопросам социальной газификации населенных пунктов муниципального района. Обе стороны заинтересованы в реализации проектов газификации и улучшения экологической обстановки в Вилюйском ЛУСе. В рамках соглашения также вошло первоочередное направление – это строительство объекта внутрипоселковых газовых сетей в село Жемкон и межпоселковый газопровод Хампа-Жемкон. У нас есть совместные планы по развитию нашего ЛУСа района. Вот, я очень надеюсь, что они будут притворяться в жизнь. Вот, и очень хорошо, что у нас работает такая компания, надежная, и очень перспективная компания для всей нашей республики, от которой мы очень многое зависит в экономике нашей республики. Вот, и то, что сегодня подписано такое соглашение, это веление сегодняшнего времени и видение и работа на будущее. Более 40 картин представлены на выставке «Весенний диалог», которая открылась в арт-галерее «Ургел» в Якутске. Ее авторами являются художницы-любители Наталья Силина и Раиса Попова. Наталья Силина по профессии врач-кардиолог. Ее картины представлены в виде пейзажей и натюрмортов в акварельной и масляной технике. А Раиса Попова по профессии филолог и предпочитает писать только натюрморты. Отмечу, выставка будет работать для всех желающих с 22 апреля с 10 до 17 часов в будние дни. Занимаюсь с молодости, где-то начинала, я со студенческих лет писала акварельные техники. В дальнейшем, когда стала заниматься в студии Юрия Васильевича, стала осваивать технику маслом. В основном пейзажи нашей природы. Практически все они представлены в разное время года, в разное состояние природы. И в основном это в окрестностях города Якутска, это Артодайду, Табага, то есть всем знакомые, всем очень близкие сюжеты. Здесь представлены мои работы с 2015 по 2022 годы. В этом зале 26 моих работ. Каждая работа по-своему дорогая, но мне очень нравится. Выезды на пленэры, на природы. Доброе утро, друзья! Спасибо нашим коллегам за актуальные новости. И, конечно, мы продолжаем, возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях Мичил Николаев, начальник молодежной биржи труда «Импульс». И сегодня мы говорим о грядущем форуме, который пройдет 14-15 числа. Да? Именно форум посвящен трудоустройству молодежи. Да? Да. Мы до ухода на наши замечательные новости, да, мы поговорили о том, кто может стать участниками, как будет проходить форум. Возникает следующий вопрос. Да? Вообще, как проходит эта процедура? Допустим, я молодой специалист. Либо я работаю, либо я, допустим, ищу работу, да, хочу заменить, да, поменять, может быть, сферу деятельности и так далее. Я прихожу на форум, либо онлайн, регистрируюсь, заполняю анкеты, указываю свое образование, указываю свои навыки и так далее. Дальше какой процесс? Это правильно, что вы проходите первое, это регистрация, а потом уже вы выбираете уже площадку, которая вас именно интересует. Поэтому молодежь самостоятельно выбирает именно направление, куда они хотят смотреть и в какую сторону именно их интересует. Поэтому в этом плане у нас 3 трека есть. Это первое у нас получается независимая оценка квалификации, то есть это самое необходимое, это суть проекта, то есть суть мероприятия. А второй трек это карьерный трек для молодых граждан, то есть это карьерный трек, это мы в самом названии это говорится о том, что это идет о карьере, то есть как постепенно, то есть расти именно по карьерной лестнице. Да? А третий трек это у нас получается кадры настоящего и будущего, то есть это то, что есть на сегодняшний день на рынке труда, да, и что будет именно через пару лет, допустим. То есть специалисты мне подсказывают, да, рассказывают, что будет дальше, да? То есть, получается, по этим 3 трекам ребята уже выбирают, какая площадка им интересна, и туда они идут. То есть они, получается, самовольно, самостоятельно, то есть выбирают. То есть это же, получается, работа для молодых граждан, да, самоопределение именно с работы, это самое главное, это самое важное именно, да, получается, на сегодняшний день. Это часть нашей жизни, это большая часть нашей жизни. Поэтому я бы хотел сказать, чтобы именно молодежь
молодежь к этому относилась более тщательно. То есть, А у вас есть какие-то данные, вот статистика, может быть, какие специальности наиболее востребованы или какие высокооплачиваемые, или где больше предложений для молодых специалистов? Ну, тут все очень наглядно, все очевидно. То есть рынок труда постоянно обновляется и постоянно новые вакансии и новые профессии появляются. То есть получается, да. Но, конечно, для подрастающего поколения, то есть для молодежи, да, именно IT-технологии, конечно, в первую очередь это востребованы, да. Но с учетом вообще сегодняшних моментов, конечно, я бы хотел рекомендовать именно для молодежи, чтобы молодежь обращала внимание на то, чтобы именно сферу АПК, то есть это тоже сейчас очень востребовано, и, конечно, к этому уже постепенно мы идем. Да, я думаю, что вы можете сделать небольшое обращение к молодым специалистам, еще раз сделать небольшой итог, чтобы к вам больше людей обратилось. Ну, дорогие телезрители, 14-15 апреля у нас пройдет именно республиканский форум «Профессионалы Якутии». Мы хотим пригласить всех, вообще независимо от работы, от уровня образования, да, приглашаем всех принимать активное участие. У нас есть ссылки, у нас вся информация есть на сайте, и поэтому вот по указанному сайту вы можете пройти регистрацию и принимать активное участие. И до скорой встречи. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях был Мичил Николаев, начальник молодежной биржи труда «Импульс». Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали интересную информацию. Вам спасибо. Мы желаем вам доброго утра, которое вы встречаете с нами, да, и отличного дня. Доброе утро. Друзья, а сегодня у нас Международный день рок-н-ролла. Интересно, вот дата. да, что в этот день делают? Танцуют рок-н-ролл, наверное, Может да? быть, слушает рок-н-ролл. В общем, самое главное, друзья, чтобы вы заряжались позитивом и, конечно же, энергией на весь рабочий день. Ну а какие даты и события еще связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим далее. 13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла, День мецената и благотворителя в России, а также Сонкран – тайский Новый год. По народному календарю, чем прозрачнее облака, тем тише будет погода. Солнечный день сегодня предвещал потепление на длительный срок. Если ветер утихает и видимость улучшается, то будут заморозки. В 1895 году в этот день при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ, украшений и монет. В 1902 году 13 апреля в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. 13 апреля 1934 года завершилась операция по спасению челюскинцев в Арктике. Пароход «Челюскин» во время экспедиции оказался зажат льдами в Беринговом море. Все находившиеся на борту высадились на лед. Позднее судно затонуло. В лагере на льду оказалось 104 человека. Из них 10 женщин и 2 детей, родившихся во время плавания. На дрейфующей льдине они прожили 2 месяца. 13 апреля 1944 года Симферополь освободили от немецко-фашистских захватчиков. 13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи, королева и регенша Франции. В 1743 году в этот день появился на свет Томас Джефферсон, третий президент США, автор Декларации независимости страны. 13 апреля 1883 года родился Демьян Бедный, русский и советский писатель и поэт. 13 апреля 1955 года родилась Ирина Хакамада, российский политик и общественный деятель, писатель и телеведущая. В 1963 году в этот день появился на свет Гарри Каспаров, российский шахматист, чемпион мира, шахматный литератор и политик. Именины в этот день празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф и Ипатий. Ну что, друзья, вот такие вот интересные даты, связанные с сегодняшним днем. Ну, а также мы напоминаем, что помимо основных праздников, есть, конечно же, и дни рождения, юбилеи, которые празднуют ваши близкие. И ваши сообщения мы ждем на наши номера. К этому времени уже пришли поздравления. На наш телеграм-канал пришло поздравление от чистого сердца. Поздравляют с юбилеем дорогую любимую маму, бабушку, сестру, сестренку Клавдию Игнатьевну. Пусть в 70 лет здоровье остается крепким, а состояние души бодрым. Пусть в семье сохраняется счастье и мир. Пусть в доме всегда будет уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, доброй удачи и искренней любви близких. Мы тебя очень любим, целуем и крепко обнимаем.
Руслан, ну и у меня есть одно сообщение от наших телезрителей. Любимого мужа, отца и дедушку Афанасия Иматуловича Андреева сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи в делах и мирного неба над головой. Твоя жена Светлана, дети и внуки. Ну а мы присоединяемся ко всем поздравлениям, друзья. Ну и также напоминаем, что вы можете поздравлять своих близких. Мы зачитаем ваши поздравления в прямом эфире. Долгожданная весна, да, на дворе. Руслан, каждое утро просыпаюсь и радуюсь просто тому, что я вижу за окном, да. И весна ведь это не только пора обновлений. К сожалению, в эту пору многие чувствуют усталость, признаки авитаминоза, возможно, депрессию. Как при этом не пропустить признаки серьезного заболевания, как онкология? Об этом расскажет наш доктор. Доброе утро! Онкологические заболевания диагностируются прежде всего по клиническим признакам человека. На ранних стадиях развития онкологических заболеваний протекает бессимптомно или клиническая картина выражена слабо. Однако, если человек немотивированно похудел, длительная субфебрильная температура, кровохарканье или в возрасте за 40 появились запоры, необходимо в качестве профилактики сдать общие клинические тесты. Специфических анализов для определения онкологии не существует. Заподозрить серьезное заболевание можно при комплексном лабораторном обследовании. При онкологии наблюдается изменение в результатах общего клинического анализа крови. Ключевым фактором является скорость оседания эритроцитов. На фоне онкопатологии возможно повышение СОИ, изменение уровня нейтрофилов. Второе – это анемия. Если у пациента возникает снижение или повышение лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов в одном анализе, это тоже чревато возможностью какого-то онкогематологического процесса. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОИ сдают утром натощак. Для исследования используют как капиллярную кровь, это из пальца, так и венозную из вены. В случае выявления отклонения следует обратиться к врачу. С учетом анамнеза, результатов осмотра и проведенных тестов специалист назначит дополнительные исследования, инструментальные процедуры, которые помогут исключить или подтвердить наличие злокачественного процесса в организме. Ранняя диагностика рака критически важна для каждого человека, поскольку в этом случае значительно повышается шанс на удачное лечение. Творчество лечит. Проект по арт-терапии «Творчество, которое лечит» уже 10 лет реализуют медработники Нижнекуранакской поселковой больницы Алданского района совместно с педагогами детской школы искусств. Картины с положительными сюжетами и мотивами благотворно влияют на психоэмоциональное состояние пациентов и помогают обрести верный настрой. В оздоровительной галерее побывали наши коллеги. Дразня неизведанными просторами и согревая теплыми эмоциями, влекут и завораживают художественные миры картин, представленных на первом этаже больницы поселка Нижний Куранак. Эта галерея особенная, она оздоровительная. Проект «Творчество, которое лечит» сотрудники больницы реализуют совместно с педагогами школы искусств. Основная задача арт-терапии – это создание так называемого помогающего пространства, то есть той зоны в больнице среди серых будничных наших стен, среди медицинского оборудования, где пациент может превозмогать свой медицинский стресс. Авторы шедевров – воспитанники Нижнекуранакской школы искусств. Представленные в картинах сюжеты и мотивации разные. Между тем, принцип отбора произведений для галереи был единым. Я отбирала работы по положительной энергетике работ. Да? То есть сюжетные картинки построены только на положительных эмоциях и отражают как патриотичную линейку, волевую. Погружаясь в пространство картин, человек освобождает собственные энергетические резервы и находит оптимальный выход из той или иной проблемы. Метод психокоррекции особенно эффективен в работе с самыми маленькими пациентами. В частности, ни для кого не секрет, что дети, они боятся ходить в больницу. Да? Больница у них ассоциируется с уколами, с горькими таблетками и прочее. Но когда ребенок попадает в вот это самое помогающее пространство,
он запоминает какие-то яркие моменты, пейзажи, рисунки, да, каких-то сказочных героев. И в следующий раз, когда уже ребенок попадает в это пространство, у него, когда мама ему говорит, пойдем в больницу, да, ребенок начинает вспоминать о том, что там есть что-то красочное, доброе, позитивное. Польза арт-терапии очевидна не только для малышей. Изобразительное искусство благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека независимо от возраста. В рамках проекта больница и школа искусств Нижнего Куранаха взаимодействуют порядка 10 лет. Посетившие оздоровительную галерею пациенты отмечают положительный эффект. Мы на этом не останавливаемся. В перспективе мы планируем разместить работы наших обучающихся на 2-м этаже, где располагается стационар больницы, ну то есть в палатах. Мы очень рады, что такой проект у нас состоялся, и мы считаем, что искусство и медицина действительно дают свои плоды в вылечивании пациентов. Потому что искусство дарит людям радость, поднимает настроение, дает счастливые моменты. А счастливый человек, он быстрее выздоравливает. Это известный медицинский факт. Юные художники активно принимают участие в совместном проекте школы и больницы, с удовольствием представляя творчество жителям. Самым маленьким арт-терапевтам 9 лет, старшие ребята отметили 16-летие. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Замечательная галерея здоровья. И я, честно, верю в это, да, что все-таки творчество, оно оздоровляет. И мне кажется, это замечательный пример, когда именно больницы, да, выставляют такие картины. И мне кажется, это можно взять на заметку многим поселковым, а также и городским муниципальным учреждениям. Ну, вообще, в любом случае, творчество исцеляет. И порой удивляешься стойкости духа людей, которые, несмотря на болезни и недуги, не только стараются жить полноценной жизнью, но и творят. Наш герой следующего сюжета – художник из Ярославской области. Он пишет картины без рук. Рисованием Александр занимался с детства. Писал портреты, пейзажи. Потом творчество отошло на второй план из-за учебы и работы. Какое-то время занимался граффити. А так, чтобы рисовать картины на холстах красками, это уже было после травмы, где-то примерно 6 лет назад. В 19 лет мужчина получил серьезную травму после неудачного прыжка в озеро. Перелом шеи с разрывом спинного мозга. Это событие разделило жизнь Александра на до и после. Частично работает левая рука только. Позволяет мне управлять креслом электронным и планшетом, телефоном. После реабилитации на помощь пришли знакомые, которые напомнили о давнем увлечении. Александр привык к новому статусу и нашел себя в творчестве. Купили краски, холсты и предложили попробовать порисовать. И я начал просто. Раза с третьего у меня стало получаться что-то. Сначала начал акриловыми красками рисовать, а из-за сложности материала я перешел сразу же на масляные краски. Некоторые полотна художник продал в социальных сетях. Остальные произведения он отдает друзьям, близким, либо хранит в доме-интернате. Также Александр стал лауреатом первой степени за участие в московской выставке инклюзивного конкурса искусств. Мужчина свое увлечение считает скорее хобби, помогающим отвлечься от бытовых проблем, а мечтает художник о простом – доме, семье и работе. Конечно, есть мечта заиметь свой дом, возможно, семью, работу какую-то, чтобы я мог себя обеспечивать в дальнейшей жизни. И выбраться из дома-интерната для престарелых инвалидов. Доброе утро всем, кто только присоединился к нашему эфиру. Мы не только создаем вам с утра позитивный настрой, но и стараемся рассказывать об интересных местах Якутии, а также стараемся напоминать вам важные страницы из истории нашей любимой республики. Сегодня в еженедельной рубрике, посвященной столетию образования СССР, которую мы готовим совместно с историческим парком «Россия. Моя история», речь пойдет о герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны Федоре Попове. Доброе утро, уважаемые телезрители. Федор Кузьмич Попов родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наследии Мигино-Кангаласского района, тогдашней еще Якутской губернии. Он работал
до войны в колхозе, дослужился до бригадира. И когда началась Великая Отечественная война, Федор Кузьмич Попов был призван в ряды Красной Армии Чурапчинским райвоенкоматом. И, конечно же, в течение года он находился в рядах Красной Армии. Он одним из первых форсировал реку Днепр в составе своего отделения автоматчиков. И сразу же вступил в бой, где вот в том же самом бою первом. В ходе этого боя из своего автомата сразил около 20 вражеских солдат. Всего он в этом, скажем так, бою сразил около 70 вражеских солдат. Но он в этом бою был, к сожалению, тяжело ранен. И уже 10 октября 1943 года он скончался от ран и был похоронен в братской могиле на территории Гомельской области, Беларуси. 15 января 1944 года Федору Кузьмичу за образцовое выполнение заданий командования и за героизм, проявленный в ходе сражения, ему посмертно был присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. И когда об этом узнали на его родине, вот в Батаринском наследии Мегино-Кангаласского района, колхозники, они обязались сдать государству еще больше той же самой сельскохозяйственной продукции. Также был объявлен сбор средств на танк, который должен был называться «Герой Попов». В ответ на это почин поступила телеграмма от Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, которая звучала так. «Передайте рабочим 2-го Батаринского поселка, собравшим 56 тысяч рублей на постройку якутского танка Героя Попова Федора Кузьмича, благодарность Красной Армии и мой братский привет». И вторая же такая телеграмма была получена от генерал-майора танковых войск Липадаева, в которой говорится то, что сообщаю, что на средства, собранные трудящимися Мегино-Кангаласского района, построен танк Героя Советского Союза Попов и передан войскам генерал-полковника товарища Рыбалка. В честь Федора Кузьмича Попова после войны было названо большое количество объектов. У нас в том числе в городе Якутске его имя носит одноименная улица в Мегино-Кангаласском районе. Прошел так называемый Год Героя, посвященный столетию со дня рождения Федора Кузьмича Попова. Доброе утро, друзья! Это «Утро Якутии» в эфире каналов «Якутия-24» и НВК «Саха». И у нас поступило еще одно поздравление. Поздравляют младшенькую доченьку Сонечку с днем рождения. Мама и папа тебя очень сильно любят. Вот такое вот милое поздравление. Мы, конечно, тоже присоединяемся. Да, и поздравляем Сонечку также, да. И, знаешь, Руслан, недавно я задалась одним вопросом по поводу прописки. Вот можно ли оформить регистрацию по месту жительства или временного пребывания дистанционно? Чем постоянно прописка отличается от временной? И можно ли вообще без них обойтись? Об этом мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем, аналитиком отдела координации электронных услуг Центра «Мои документы» Александрой Филипповой. Александра Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Ну и вот первый вообще вопрос такой общий, да? Зачем вообще нужна прописка и можно ли без нее прожить? В целом гражданин России по закону должен быть, точнее, зарегистрирован по месту жительства. Это иначе многие знают как постоянная прописка, либо по месту пребывания. Это временная прописка. При этом у временной прописки есть срок минимум 90 дней, максимум 5 лет. Ну и для получения большинства муниципальных услуг требуется регистрация, и также части государственных услуг, особенно какие-то социальные выплаты, пособия и в том числе пенсии. А какими способами можно оформить регистрацию по месту жительства? Заявление вы можете подать, обратившись в Центр «Мои документы». Можно записаться у нас на сайте, запланировать свое время mfc-saha.ru. А также можно обратиться лично в территориальное управление УВМ МВД, либо по-другому паспорт листов. И заявление также можно подать электронно на портале госуслуги.ру. Для подачи заявления у заявителя, у того, кто регистрируется, должна быть учетная запись, это логин и пароль. Учетная запись должна быть подтвержденной. При этом подтвердить можно будет также электронно через приложение и сайты банков и обратившись к нам в Центр обслуживания, в том числе Центр «Мои документы». Александра Алексеевна, а можно ли, находясь, к примеру, в Алданском районе, оформить прописку в городе Якутск? Нет, прописка, в целом это услуга по регистрации, да,
предоставляется территориальным отделением МВД, то есть там, где находится вот жилое помещение прикрепленное, да, поэтому такое невозможно. При этом выписаться можно, находясь в любой точке России. Вот так вот, да? То есть прописаться нельзя, а выписаться можно? Ну да, вы прописываете в жилом помещении, либо в жилом доме, который непосредственно вот на этой территории находится. Вот. А вот если такой случай, что у человека отсутствует регистрация совсем, вот что ему грозит в этом случае? Ну, это является административным правонарушением. Составляется акт об этом, да, комиссия, поэтому вы можете обратиться к участковому, либо вот, где организована комиссия, у нас в городе Якутске, там на Лермонтова 37. И назначается штраф от 2 до 5 тысяч рублей. И мы также, например, в случае, если у вас какая-то уважительная причина, почему вы не смогли вовремя прописаться, да, зарегистрироваться, мы рекомендуем при составлении акта взять с собой документы, подтверждающие, что были какие-то обстоятельства. И также сразу хочу сказать, что в случае, если у вас была регистрация по месту пребывания, временная прописка, следующая регистрация у вас должна быть, вот вы выписались, и следующая регистрация должна быть в срок не более чем 90 дней, то есть 3 месяца, да, примерно. В случае, если у вас была постоянная регистрация по месту жительства, то в течение 7 календарных дней вы должны зарегистрированы быть по новому адресу. Вот. А вот есть вот постоянная прописка, есть временная, да? В чем Верно. между ними разница и вот на какой период дается временная прописка? Ну, временная вот озвучивала минимум 90 дней, 3 месяца, максимум 5 лет. А постоянная регистрация по месту жительства, она является бессрочной. При этом гражданин может иметь одновременно 2 прописки. Допустим, вы постоянно прописаны, имеете регистрацию в городе Якутске, временно там на 3 года уехали в командировку в другой город, там вы можете оформить временную регистрацию. А здесь ограничено количество вот этих прописок? Только 2, возможно, одновременно? Или можно и 5, и 10? Ну, постоянная может быть только одна. Одна? Да. А можно иметь и постоянную, и одну временную. То есть по одной. Прописка – это актуальный вопрос для новоиспеченных родителей. Да? Как здесь поступать нужно грамотно и правильно? Вот появился малыш в семье. Как я ранее уже говорила, для многих пособий и выплат необходима регистрация. Ребенок до 14 лет должен быть зарегистрирован только с родителем. Либо с мамой, либо с папой, только там, где он зарегистрирован. И при этом при регистрации не требуется согласие собственников. То есть это обязательно должен быть именно адрес родителя, поэтому родитель подает заявление, также это можно сделать электронно, и ребенка регистрируют. Вот. И еще я хотела бы сказать о том, что преимущество подачи заявления на портале госуслуг, когда вы подаете заявление в МФЦ, либо в паспортный стол, на срок до 8 рабочих дней оригинал документов необходимо сдать. То есть вы вот паспорт свой сдаете на срок оказания услуги. Это не всегда удобно, да? Да. Когда вы подаете электронно, вы отправляете заявление с любого устройства, да, с выходом в интернет со своей учетной записи, вам приходит приглашение, то есть назначается дата и время, и вы подходите по приглашению, и вам проставляют в тот же день отметку. То есть сдавать документы оригинала не нужно. То есть это удобнее намного, поэтому удобнее. ваш личный совет лучше обращаться через госуслуги заранее, да, и прийти уже на определенное время, в определенное место и оформить, да? Да. Ну, спасибо, Александра Алексеевна, вам за очень подробную информацию. Я думаю, что на многие вопросы наши зрители нашли ответы. Ну, а далее у нас, друзья, выпуск новостей, где мы узнаем самые последние актуальные новости. В эфире новости. Доброе утро. В эту пятницу, 15 апреля, ожидается закрытие всех ледовых переправ в республике, в том числе и в Хангаласском Улусе. Напомним, на территории района на сегодняшний день действует 5 ледовых переправ муниципального значения, а также туристическая переправа Батамай-Лабадья, ведущая к подножью Ленских столбов. По словам инспекторов Хангаласского отделения Государственной инспекции по маломерным судам, нынче оттайка льда по сравнению с прошлым годом идет более стремительно. Причина – очень теплая весна. Уже фиксируются плюсовые температуры. К концу недели прогнозируется образование заводей на ледовых переправах. На всех ледовых переправах после закрытия административной комиссии мы будем выезжать и работать по недопущению выезда и недопущению провалов. В случае выявления выезда несанкционированного на лед автотранспорта
Первый штраф идет от 3 до 5 тысяч на физическое лицо. 14 апреля в Якутске пройдет республиканская ярмарка педагогических вакансий для выпускников вуза и профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям. Мероприятие проводится в целях оказания содействия в обеспечении педагогическими кадрами образовательных организаций республики в рамках подготовки к началу нового 2022-2023 учебного года. Ярмарка пройдет в очном формате в КЦ «Сергеляхские огни». Сейчас педкадров не хватает в Среднеколымском и Верхоянском улусах. Также специалистов приглашают Сунтарские и Мегано-Кангаласские улусы. В связи с введением новых школьных учреждений в столице региона тоже отмечаются открытые вакансии для педагогов. Среди них в школах ждут учителей английского языка, математики, начальных классов и истории. Примерно 900 вакансий. Это с учетом тех, кто будет и на пенсию выходить, то есть будут высвобождаться по итогам года, то есть заранее будут заключаться предварительные договора. В целом по доп. Образованию порядка 50 вакансий и примерно 650 – это школа. Остальное – это детские сады. Ну и мы знаем, что тенденции последних несколько лет, и они нарастают, это то, что создается много дополнительных мест по программе «Демография», по нацпроекту образования, строятся школы, в том числе в городе Якутске. Понятно, что это новые рабочие места, которые возникают. Молодежь республики призывают активно участвовать на декаде занятости. Мероприятие стартует сегодня. Программа обширна. В Нижнем Бестяхе проведут совещание, где обсудят трудоустройство местных кадров в промышленные компании. Далее для молодежи организуют ярмарку вакансий. Такие выездные открытые площадки промышленных компаний также проведут в Чурапчинском, Татинском, Усть-Алданском, Амгинском, Горном и Хангаласском улусах. В рамках декады 14 и 15 апреля пройдет второй республиканский форум «Профессионалы Якутии». Совсем скоро на рынок труда у нас выйдет более 9,5 тысяч молодых специалистов, которые закончат профессиональные образовательные организации, расположенные на территории нашей республики и за ее пределами. 13-15 апреля у нас пройдут ярмарки вакансий в рамках реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». У нас будут охвачены все заречные и центральная группа улусов. Кроме этого, 14-15 апреля у нас пройдет форум «Профессионалы Якутии», где на более 26 площадках наши молодые специалисты могут получить практические навыки, как правильно составить резюме, как пройти собеседование, как презентовать себя работодателю с наилучшей стороны. На этом все. Хорошего дня. Замечательное утро. И, конечно, Руслан, ежедневно наша миссия, это принести позитив и бодрый заряд духа для всех телезрителей, которые смотрят «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Да, также в это время мы предлагаем провести вам с пользой, а от нас вам полезные советы. Такое бывало с каждым. Вы очень осторожно пьете за компьютером кофе или любой другой напиток, как внезапно все проливается прямо на клавиатуру. Первым делом не надо паниковать. Выключите компьютер и отключите его от всех источников питания. Если вы работали за ноутбуком, при возможности вытащите аккумулятор. Не поддавайтесь желанию вытереть клавиатуру. Лучше положите на нее чистое полотенце. Если вы будете тереть, то можете загнать влагу глубже в устройство. При возможности переверните ноутбук и оставьте его так лежать, чтобы из него вытекло максимум жидкости. Если вы пролили очень много, то лучше отнести его в ремонт. Ну или можно просушить самим. Для этого вам понадобится вентилятор и коробка под размер ноутбука. Положите на пол вентилятор, накройте его картонной или пластиковой коробкой и проделайте в ее верхней и боковых стенках большие отверстия. Накройте коробку полотенцем и положите на него ноутбук клавиатурой вниз. Включите вентилятор, чтобы устройство окончательно просохло, но при этом не оставляйте его без присмотра надолго. Воспользоваться ноутбуком можно будет только после 48 часов. Проверьте работу устройства и скопируйте важные данные на другие носители. Берегите свои электронные носители и гаджеты и желательно не пейте воду или любые другие жидкости перед компьютером или во время работы за ноутбуком.
Я думаю, эти полезные советы пригодятся пусть не сегодня, но когда-нибудь в жизни, возможно, случатся такие вот моменты неприятные. А вы будете готовы. А вы будете готовы благодаря нашей программе. Руслан, у нас телезрители задают вопрос. Вчера проанонсировали ведущие о сюжете про Мому. Когда нам смотреть? Да, действительно. Друзья, хотелось бы сказать, что завтра, в четверг и в пятницу полностью эфиры будут посвящены Момскому району. Вас ожидают, я думаю, не то что шикарные виды этого прекрасного района, также знакомство с интересными людьми, но и, конечно, я думаю, что много-много интересного вы узнаете об этом прекрасном северном районе. Действительно, съемочная группа, в том числе и ты, Руслан, посетили этот замечательный район и привезли огромнейшее количество материала. И, конечно, именно поэтому в четверг и в пятницу утро будет посвящено именно Момскому району. Да, друзья, поэтому мы ждем вас завтра у экранов ваших телевизоров с 7 до 8 утра. В прямом эфире будут показаны сюжеты про Момский район. Утро Якутии встретило утро в лесотундре Момского района. Это была яркая, насыщенная командировка в один из самых отдаленных районов. Все кадры на вес золота. Момские горы, суровая Арктика и бесстрашные оленеводы. Проехали почти 800 километров, чтобы увидеть, снять и рассказать. Не обошлось и без экстрима. Застряли вместо Сета-Сюрях и проехались по наледи. «16 часов по сопкам высотой 230 метров по дороге, о которой ходят легенды. Вперед распутиться здесь небезопасно, но опытные водители с северным спокойствием объезжают наледь. Вместо студии Рика Андигирка интервью лежа в снегу. Новые ракурсы и новые задачи. Операторы работали на природе, где красиво, но трудная локация. Максимум естественного цвета и панорамный обзор. Да, сейчас ведущие постараются с первого дубля сказать подводочку. Угу. Развитие фермерских хозяйств. Подождите, что ты сказала? Давайте познакомимся с людьми, которые занимаются любимым делом. Которым уже удалось реализовать этот проект, которые уже участвуют в нем. Многолетняя история двух сел – Сасыра и Хану в двухчасовых передачах. Каждая встреча – эксклюзив. К столетию СССР уникальные исторические съемки с уникальными людьми. Старожилы и краеведы. История потерянного города Зашиверск. Легенда и мистика. Энциклопедия из первых уст. Красивые танцы на бирюзовом льду. Молодежи народно-танцевальный ансамбль «Тетим» старательно оттачивают каждый номер. Профессионалы даже на льду мастерски передают красоту северного танца. Ради подводки дружная команда с оборудованием в несколько килограммов поднялись на вершину горы с интересным именем Ю, чтобы оценять этот красивый завершающий план. Давай еще раз. Да пусть бегает, ничего страшного. Тоже сбрасывает вес. Лишнее. Что-то руки, давайте. Улус по территории Давай превосходит. заново. Ты че? Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна с НТВ, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Съемочная бригада редакции «Утро Якутии» и в холод, и в стужу снимали яркие флешмобы. Логотип телеканала засиял яркими красками, где каждый участник – любимый наш зритель. Вот сейчас посмотрел и вновь нахлынули воспоминания очень приятные. Действительно, друзья, я думаю, вас ожидают прекрасные 2 дня, 2 утра. Это четверг и пятница. Именно в эти дни будут показаны сюжеты из Момского района. Доброго утра вам мы желаем от всей души и, конечно же, хорошего, отличного настроения. До новых встреч! Пока!
знает.